ЕС разблокировал безвизовый режим для Украины и Грузии. Когда же откроют границы? Верховная Рада сняла неприкосновенность с оппозиционного депутата Вадима Новинского. Сам олигарх не стал молчать, рассказал, как ему помогал Петр Порошенко. Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики правительства Азарова Петра Алексеевича Порошенко. 5 смертей и ни одного ответа. Это секретная операция. Любая утечка информации привела бы к срыву операции. Новые подробности трагедии в Княжичах, где полицейские стреляли друг в друга. Крупнейшая сделка года на нефтегазовом рынке. Путин о приватизации пакета Роснефти. У кого нашлось 10,5 миллиардов евро. В тюрьму со студенческой скамьи. Треть заключенных в Беларуси сидят за наркотики. Кого отправляют за решетку? Репортаж из Минска. Четверть века назад подписали Беловежские соглашения. То, что была угроза распада по югославскому сценарию, это факт. Эксклюзивное интервью Станислава Шушкевича. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Евросоюз разблокировал безвизовый режим для Украины и Грузии. Это произошло после того, как 3 руководящих органа ЕС, Еврокомиссия, парламент и Совет пришли к компромиссу, что делать, если в будущем нужно будет так называемый безвиз приостановить. Из-за отсутствия этого механизма, напомню, бесконечные обещания украинского президента Петра Порошенко о том, что границы откроются вот-вот, стали чуть ли не предметом шуток. И теперь, когда компромисс достигнут, решение должен утвердить Европарламент. Когда именно это должно произойти, пока непонятно. Напомню, ЕС давно принял решение открыть границы, однако оно не вступает в силу без механизма приостановки, что вызывает раздражение Киева и Тбилиси. Страны выполнили все требования. Ранее на этой неделе глава Евросовета Дональд Туск предупредил председателя Европарламента Мартина Шульца, что ЕС рискует репутацией надежного партнера, не выполняя данные Украине и Грузии обещания. Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата оппозиционного блока Вадима Новинского. Олигарх фигурирует в деле о похищении помощника митрополита Владимира. Что интересно, из 143 членов фракции «Блок Петра Порошенко» представление Генеральной прокуратуры поддержали лишь 103 депутата. ГПУ считает Новинского соучастником преступления. На данный момент депутат Новинский проходит в деле как свидетель. Без решения Верховной Рады мы не можем вписать его в дело в другом статусе. От вашего решения зависит, будет ли господин Новинский, в отличие от других участников плана, свидетелем или пособником, и ему будет объявлено о подозрении. Оппозиционный блок не дал ни голоса. Его депутаты назвали дело исключительно политическим. Мы считаем, что позиция руководства парламента при рассмотрении этого вопроса крайне негативна. Спикер еще без рассмотрения вопроса регламентным комитетом занял позицию давления на этот комитет и на депутатов, требуя от них проголосовать в зале. Мы понимаем причину такой позиции спикера. Он давно представляет интересы не всего парламента, а его части. Ранее регламентный комитет Верховной Рады решил, что у прокуроров нет достаточных доказательств для снятия неприкосновенности с депутата. Сам олигарх заявляет, что готов к любому решению парламента и покидать страну не собирается. Сегодняшнее голосование он счел незаконным. Организаторам предъявлены подозры, в которых ничего не сказано о том, что у них были пособники. Моей фамилии в этих подозрах нет. Это свидетельствует о том, что я не виновен. В представлении генерального прокурора написано, что Янукович задумал свой преступный план, предоставил мне гражданство. Так я хочу сказать генеральному прокурору, чтобы он это знал. Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики правительства Азарова Петра Алексеевича Порошенко. Вот это письмо. По данным следствия, бывший президент Виктор Янукович хотел сменить митрополита Владимира и поставить во главе Украинской православной церкви своего иерарха. Для давления на митрополита Владимира был похищен его личный секретарь Александр Дробинко. Похищение, уверены в прокуратуре, по приказу Януковича организовали тогдашний глава МВД Виталий Захарченко и начальник киевской милиции Валерий Коряк. 170 дней Дробинко удерживали под Киевом. Все указания в этом деле якобы отдавал именно Новинский.
В Украинской православной церкви обвинения в адрес мецената и олигарха считают безосновательными. Ранее Священный Синод обратился к президенту с просьбой, цитата, «прекратить попытки использовать церковь в политических манипуляциях и сведении счетов с оппонентами». В этой истории есть еще один важный вопрос. Почему Генпрокуратура взялась за Новинского именно сейчас, когда все события, составляющие его дело, произошли еще при жизни митрополита Владимира, а нынешней власти в Украине скоро как 3 года? Об этом мы спросили у политического обозревателя, бывшего соратника Виктора Януковича Тараса Черновола. Да по одной единственной причине. Раньше все преступления режима Януковича расследовала одна следственная группа. И целый ряд преступлений, не связанных непосредственно с Майданом, переданы в новое управление. Это новое управление довольно быстро заработало, и одно из дел, которое оно расследует, именно по обвинению бывшего президента Януковича, это действие влияния по влиянию на Украинскую православную церковь весьма преступными методами. Там фигурантом был действительно Новинский. 5 смертей и ни одного ответа. Украинские силовики до сих пор не сказали, какие версии они считают главными в трагедии в Княжичах. Представители Генпрокуратуры и нацполиции с журналистами встретились, но практически на все вопросы ответ был один – тайна следствия. Почему в поселке под Киевом полицейские расстреляли друг друга? Новые подробности из Киева у Юлии Горичевой. Трагической случайностью продолжает называть перестрелку в Княжичах руководство МВД. Убеждают, разведгруппа проводила там спецоперацию. Хотели поймать банду грабителей. Сидели в засаде в одном из поселочных домов. В соседнем сработала сигнализация, поэтому приехала госохрана проверить, что случилось. На месте силовиков, проводивших спецоперацию, задержали, приняв их за грабителей. В свою очередь разведчики якобы решили, что полицейские госохраны – это и есть банда. На самом деле все 5 погибших, каждый выполнял свою задачу. Это трагическое столкновение произошло из-за того, что каждая из сторон столкновения, служба госохраны и сотрудники спецподразделения КОРД считали, что произошло нападение грабителей на их коллег. Что не смогли разобраться, многие не верят. За несколько дней трагедия в Княжичах обросла версиями и догадками. Они сами там воровали, а приехала охрана, и застали на горячем. Первый день после перестрелки глава нацполиции не отрицал причастности силовиков к домашним грабежам. Сегодня мнение изменил. На сегодня полностью доказано, что такого не было. Но на время следствия мы отстранили от службы всех 25 человек, которые принимали участие в данной операции. Это 5 руководителей и 20 подчиненных. В Генпрокуратуре, где трагедию расследуют, не отрицают ни одной из версий. На сегодня существует несколько десятков версий причин случившегося. Мы сейчас поминутно пытаемся восстановить события. Кто где был и что делал. В деле уже 4 тома, а прошло всего 3 дня. Нужно допросить всех участников. Я вас прошу, наберитесь терпения. Некоторые детали спецоперации следователи нам все же объяснили. Операция была секретной. Все подразделения, причастные к ней, действовали по инструкции. Тех, кого задержала госохрана, не имели права себя рассекретить. Их должны были доставить в отделение полиции и там установить личность. То есть они не должны были предупреждать госохрану местную, зная, что там стоит госсигнализация? Это секретная операция. Любая утечка информации привела бы к срыву операции. Однако почему открыли огонь, кто дал приказ и кто руководил всей этой горе-операцией, быстрого расследования силовики не обещают. Если Генпрокуратура и нацполиция хоть как-то дело комментируют, министр внутренних дел Арсен Аваков молчит. Я думаю, что министр прокомментирует, тогда посчитает нужным. Юлия Горичева, Юрий Комаров, Василий Дмитриев и Евгений Чижик. Настоящее время. Киев. И вот сегодня МВД поспешила отчитаться, также с помощью социальных сетей, что задержаны еще 2 подозреваемых в причастности к банде воров. Косвенно из-за них в Княжичах и погибли полицейские. То есть что получается? По словам родственникам погибших, руководство МВД после трагедии с ними даже не связывалось. Министр Арсен Аваков, если не считать его Фейсбука, хранит молчание. Никто из должностных лиц пока никакой ответственности не понес. В среде силовиков, ранее занимавших высокие посты, такая ситуация вызывает недоумение. За время проведения следственных действий уже можно было бы определиться, и ряд работников правоохранительных органов должны были не просто быть отстранены от должности, а должны были быть уже за решеткой.
Крупнейшая сделка года на нефтегазовом рынке. Именно так охарактеризовал приватизацию пакета акций Роснефти президент России Владимир Путин. 19,5% акций ушли за 10,5 миллиардов евро. Покупателем стал консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и катарского инвестиционного управления. Что известно о новых инвесторах российского гиганта, разбиралась Екатерина Бучнева. Подписание сделки опоздало на 2 дня и стало неожиданностью для рынка. Согласно правительственному распоряжению, продать 19,5% акций Роснефти надо было до 5 декабря. Информации о покупателе не было до последнего момента. Все же ждали таких достаточно простых квазиприватизационных схем, да, продолжение того, что было с Башнефтью, как Башнефть вливалась в Роснефть. То есть ожидали что-то похожего с участием ресурсов Роснефтегаза. Сам Сечин говорит, что переговоры шли с 3 десятками потенциальных партнеров. В итоге выбор пал на консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и суверенного фонда катарского инвестиционного управления. По словам Сечина, стоимость сделки 10,5 миллиардов евро. При этом Glencore опубликовал заявление, в котором говорится, что сумма сделки на 300 миллионов меньше. С чем связана разница, пока не ясно. Известно, что из собственного капитала Glencore заплатит только 300 миллионов евро. Остальная сумма будет профинансирована за счет катарского фонда и кредита от неназванного банка. Роснефть находится под американскими и европейскими санкциями. И хотя они не запрещают покупку старых акций, многие банки считают ее финансирование слишком рискованным. Если вдруг нашелся какой-то отважный банк, который вдруг в Европе решил пренебречь своими хорошими связями с американцами и пойти на эту сделку, ну что ж, вот безумству храбрых поем мы песню. По оценкам экспертов, вмешиваться в управление компанией новые акционеры не будут. Катарский фонд известен тем, что за всю свою историю не делал этого ни разу. Кроме того, еще с 80-х годов у него конфликт с BP, крупнейшим иностранным акционером Роснефти. Союз катарцев с британцами с целью влияния на политику компании аналитик Михаил Крутихин считает маловероятным. Да и Glencore, по его словам, вполне доволен текущей политикой Роснефти. Мы видим сейчас, что подобраны такие новые акционеры, которые никак не повлияют на схему принятия решений правлением компании господином Сечиным. Поскольку, во-первых, Glencore – это компания-трейдер, которая уже не раз выручала Роснефть, и которой Роснефть должна большие объемы нефти еще за деньги, которые Glencore одолжила для приобретения ТНК BP. Там примерно сделка была на 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Сейчас Glencore получил новое 5-летнее соглашение на экспорт российской нефти еще по 220 тысяч баррелей в сутки, что позволит ему потеснить соперников-трейдеров. Кроме того, Сечин объявил о создании с консорциумом совместного предприятия по добыче нефти, как в России, так и за рубежом. Для Glencore, который еще недавно распродавал активы, чтобы сократить огромные долги, сделка с Роснефтью, безусловно, выгодна. Российский бюджет в результате приватизации Роснефти получит более 700 миллиардов рублей. Кроме того, сделка с Роснефтью, отмечают эксперты, может стать сигналом западным инвесторам. На встрече с Сечиным Владимир Путин пригласил новых акционеров Роснефти в Москву и пообещал встретить их на высшем уровне. В настоящее время из Праги. Смотрите далее. В тюрьму со студенческой скамьи. Треть заключенных в Беларуси сидят за наркотики. Кого отправляют за решетку? Репортаж из Минска. Четверть века назад подписали Беловежские соглашения. То, что была угроза распада по югославскому сценарию, это факт. Эксклюзивное интервью Станислава Шушкевича. В Петербурге Дни Эрмитажа. Выставка – прекрасный посыл для того, чтобы пообщаться и поговорить о животрепещущих темах. В Зимнем дворце теперь и политические заявления, и провокационные выставки. В тюрьму со студенческой скамьи. Треть заключенных в Беларуси сидят за наркотики, в том числе за мизерные дозы для себя. Большинству из них меньше 25 лет. Крупных же наркоторговцев, говорят правозащитники, в колониях практически нет. Матери заключенных объединяются, чтобы вытащить детей из тюрем. Но Александр Лукашенко пока неумолим, вместе с ним и силовики. Нужно, чтобы обвиненные, цитата, «смерти просили». Владимир Миронов не может ни говорить, ни ходить. Пережил 2 инсульта. Раньше за ним ухаживал сын Максим. Теперь Владимир Павлович один. Максима осудили на 15 лет по статье 328 «Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ». Владимиру Павловичу помогает бывшая супруга Галина, мать Максима. Она и сама тяжело больна. Онкология.
Но Галина Владимировна о себе не думает, мечтает только вытащить сына из тюрьмы. В его невиновности она не сомневается. Парень ведь он не имел никакой крамолы, ничего, он не был связан с нарушениями закона. Были адвокаты. На сегодняшний день потрачено $11 тысяч. И таких матерей, как Галина, в Беларуси тысячи. Родственники объединились в организацию. Они добиваются хотя бы смягчения условий содержания и уменьшения срока заключения. Осужденных за сбыт наркотиков содержат в отдельных исправительных учреждениях. Условия там более жесткие. Такое распоряжение отдал Александр Лукашенко. Для них надо создать невыносимые условия в местах отбывания этих сроков. Но если много, давайте одну из колоний отжалеем для этого и установим им такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, я прямо скажу, смерти просили. Причина таких заявлений – шквал спайсов, хлынувший в Беларусь последние годы. Это курительные смеси с опасными химическими соединениями. Елена знает о спайсах не понаслышке. Сын употреблял 2 года. Столько же отсидел за это в колонии. Когда его арестовали, что я сказала, спасибо вам большое. Реально понимаю, что это было уже не раз, употребление не раз в неделю, не 2 раза в неделю, а 2-3 раза в день. Но я бы его уже просто похоронила. Употребление спайсов действительно нередко заканчивается и летальным исходом. Тот новый вид наркотиков, который появился под брендом того, что он легально, то, что его по упрощенной схеме можно употреблять, не надо там приготавливать, не надо шприцы, инъекционно, покурил и достаточно. И мы получили очень большой всплеск несовершеннолетних. Теперь за продажу спайсов торговцам грозит особо строгое наказание – до 25 лет. Шансов досрочно выйти из тюрьмы, в отличие от остальных заключенных, у них нет. Выйдет молодежь 32-34 года, которая просидит. Даже те, кто с образованием, они уже никуда не устроятся. Все равно пойдут в преступность. Правозащитник Олег Волчек убежден, проблему распространения наркотиков одним только ужесточением мер не решить. К сожалению, на скамье подсудимых нет главных спонсоров, главных оптовиков, которые заводят в Беларусь. Решили делать простую статистику на простых рабочих, крестьянах, студентах. По мнению Владимира Миронова, Максим тоже входит в эту статистику. Если родные не смогут ухаживать за больным, он отправится в дом престарелых. Но он надеется, что сын выйдет из тюрьмы. И ждет каждый день. Сегодня 25-я годовщина подписания Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и создании СНГ. И ранее Борис Ельцин, и сейчас Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук не раз повторяли, СССР разваливался давно, а встреча в Пуще стала лишь логичным завершением этого процесса. В эксклюзивном интервью первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич признался, события 8 декабря 1991-го помогли избежать югославского сценария. Декабрь 1991 года. В Беловежской пуще главы России, Украины и Белоруссии подписывают соглашение, которое приведет к распаду Советского Союза. Беларусь на этой встрече представлял председатель белорусского парламента Станислав Шушкевич. В интервью нашему корреспонденту он вспоминает, что предшествовало этим переговорам. Союз распался без нас. Союз распался без нас. Довольно задолго до нашей встречи, еще после августовского путча. А то, что была угроза распада по югославскому сценарию, это факт. Это факт. К тому моменту в Беларуси уже несколько месяцев шли демонстрации в поддержку независимости республики. После неудачной попытки государственного переворота в августе 1991 года СССР находился в кризисе, и почти все союзные республики объявили о своей независимости. Новое соглашение было призвано заменить союзный договор. Мы взяли на себя инициативу с конституционно предоставленными нам правами. Мы подписали соглашение о том, что мы учреждаем содружество 3 независимых государств – России, Украины и Беларуси. Через несколько недель другие республики присоединились к Содружеству независимых государств, и СССР распался окончательно. Станислав Шушкевич оставался главой Республики Беларусь до 1994 года, когда он проиграл выборы нынешнему президенту Александру Лукашенко.
Это очень тяжелый период, переход от одной политической системы к другой. Воспользоваться этим, сказать, что все сложности из-за нововведений, очень просто. Для этого даже не нужно быть умным человеком. Можно быть просто таким, как Лукашенко, и сказать, что все погубили дерьмократы. Сейчас Шушкевичу 81. Он живет в своей квартире в центре Минска, при этом регулярно выступает в разных странах мира, рассказывая о событиях, которые изменили ход истории 25 лет назад. Тогда Беларусь обрела независимость, но пока не достигла демократии. В Санкт-Петербурге Дни Эрмитажа. В этом году его посетили уже более 3,5 миллионов человек. За декабрь эта цифра, скорее всего, достигнет 4 миллионов. Можно смело утверждать, Зимний дворец сегодня больше, чем просто выставочная площадка. Это трибуна. Заявления, сделанные там, слышат и транслируют, даже если они идут вразрез с государственным курсом и мнением российских чиновников. Чего стоит хотя бы недавнее обращение Александра Сокурова к Владимиру Путину. Режиссер попросил о помиловании украинца Олега Сенцова. Другая яркая страница – выставка бельгийского художника Яна Фабра «Рыцарь отчаяния. Воин красоты». Почему политики и звезды шоу-бизнеса не приняли творчество европейского мастера и как искусствоведам удается избегать политического контекста? Об этом репортаж Юрия Баранюка. «Рыцарь отчаяния. Воин красоты». Не выставка, а скорее диалог голландских мастеров. С одной стороны классики – Вейдер, Ван Дейк, Снейдерс и Ян Фабр с другой. В зале Снейдерса на фоне классических полотен о дарах охоты черепа сжимают в челюстях тушки животных. Бельгиец критикует чревоугодие и вакханалию, но современные зрители видят только замученных зверей. Зоозащитники, певица Елена Ваенга, депутат Виталий Милонов выступили с требованием убрать работы Яна Фабра из Государственного Эрмитажа. Мы, жители России, хотим видеть в Эрмитаже собрание классического искусства, бесспорного эталонного искусства, которым мы хотим восторгаться. Дохлые же убитые собаки, распятые на крестах. В принципе, наверное, такое вообще нельзя в России нигде выставлять, но уж в Эрмитаже точно нельзя. Решение о выставке, о проведении того или иного мероприятия нужно принимать не индивидуально, а решение нужно принимать, наверное, каким-то общественным советом. И должно государство быть в этом кровно заинтересовано, чтобы воспитывать подлинную тягу к прекрасному в своем обществе, а не тягу к восхищению убитыми собаками, распятыми на кресте. Тут важно сделать оговорку. На выставке в Эрмитаже нет ни одной распятой кошки или собаки. Можно предположить, что Виталий Милонов не посещал выставку Яна Фабра и не видел его работ. По крайней мере, хранители Зимнего дворца самого депутата точно не наблюдали в музее, как и многих других недовольных, в отличие от реальной зоозащитницы Анны Кондратьевой. Мне кажется, что это, наоборот, выставка прекрасный посыл для того, чтобы пообщаться и поговорить о животрепещущих темах. А именно это поискать истоки их жестокости, покопаться внутри себя, покопаться в нашей окружающей среде. И все же противники предпочитают искать причину в художнике. Трудно точно сказать, сколько недовольных. Письма в Министерство культуры и администрацию Главного музея Петербурга приходят с разных адресов, но с одинаковым, как под копирку, текстом. Эти именно трупы, эти отходы общества, которые не хочет их видеть, Ян Фабры возвращает в музей и говорит: смотрите, это когда-то была чья-то собака, кто-то ее выбросил, да, и она вот сбита таким образом. То есть он показывает обществу то, чего общество не хочет видеть. Это роль художника всегда была — показать обществу на его проблемы, чтобы общество исправилось, чтобы общество стало лучше. Официальная позиция Эрмитажа: выставку Фабра можно обсуждать, но невозможно закрыть. Специально для активистов из соцсетей провели отдельные экскурсии, правда, своими глазами посмотреть на то, чего не видели, но осуждают, пришли единицы. У нас всякие выставки современного искусства окружены дискуссиями. Правда, опыт показал, что, может быть, недостаточно, потому что начинаются дискуссии и иногда помоечные без нашей инициативы. Но для этого надо противопоставлять непомоечные дискуссии, что мы и делаем в связи с выставкой Фабра. Несмотря на комментарии в социальных сетях, петиции, обращения политиков и звезд, выставку Яна Фабра в Эрмитаже не планируют закрывать раньше срока. А возможно, экспозиция будет стоять в Зимнем дворце и после апреля 2017 года. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. На этом все. Таким был этот четверг, 8 декабря. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания.